Здравствуйте, друзья! Очищение или детоксикация организма. Очищение от мусора, холестерин, токсины, соли, шлаки, паразиты. И в этом процессе должны мы запустить выделительные системы. Это такие как почки, мочеточники, легкие, кожа, кишечник, печень. А что делает сегодня современная медицина в этом плане? Я бы так сказал, они ничего не делают. То есть подходят ортодоксально, или же, как мы его называем, аллопатически. Врачи рассматривают какую-то болезнь телесная или материальная, не обращая, сосредоточиваясь на только материальном, не обращая внимания на психологию, эмоции или же саму природу человека. Однако в очищении организма должны применяться все методы и средства и все, что мы имеем. Это желчегоны, мочегоны, очищение кишечника, таких как там применением активированного угля, применением массажа, фитотерапии или тому подобное. Конечно, легко найти болезнь, определяя диагноз. Допустим, болит желудок, нашли язву и работаем только над язвой или симптомами той болезни. Трудно определить причину появления этой язвы. То есть искать образ жизни человека, его психологическое состояние, что влияет, чем он дышит, что кушает или тому подобное. Но однако мы же лечим. То, что я перечислил, они же у нас в действии. И врачи могут сказать, лечим печень, урсодекс, хафитол или слепое зондирование. Также кишечник, энтерекс-гель, пробиотики пользуются, антигельминтными, такими как альбендазол. Там лекарственные травы, пижма, слабительные пользуются сенно-аптечным или жестером или тому подобное. Кожу очищаем парилкой или фитобочками, массажем. Да, все эти методы средства хороши, но на сегодняшний день они слабы. В некоторых случаях бездейственны, или же если применяют какие-то химические препараты, синтетики, они даже гепатотоксичны. Так что мы рекомендуем? Из своей практики я вам покажу комплекс-пакет номер 1, состоящий из 4 действующих элементов, куда входит оливковое масло. Оливковое масло улучшает желчевыделение, застой желчи. Он проникает полностью в организм, и надо пить его натощак. Он улучшает все свойства кишечно-желудочного тракта, создает неблагоприятные условия для паразитов. И, конечно, самое основное – это слабительное, сегодня который не имеет аналога среди слабительных. Сегодня очень практикуется как слабительное очищение. У нас в Кыргызстане это кобылье молоко. Но я бы сказал, относительно сенно-американское намного лучше в том плане, что она практична, дешевле. Он пользуется в домашних условиях. Он не нарушает функции желудочно-кишечного тракта, не дает вздутия. Он всасывается полностью в организм за час. Он улучшает перистальтику, восстанавливает кишечно-желчной баланс. Также в комплексе мы добавили корень кысталхинди, улучшающий кровообращение. Он сильный, хороший антибиотик. Он убивает бактерии, те, которые даже в основном ненужные бактерии в кишечнике, в желудочно-кишечном тракте, особенно в толстом кишке. Он имеет хорошие элементы, которые должны восполнить. Сегодня питанием нашей пищи не восполняются многие элементы нужные. Вот как раз-то кысталхинд и особенно черный тмин, о котором можно говорить очень долго, имеет очень много элементов, витаминов, полезных для организма. Но тмин, как вы знаете, да, участвует еще в процессе очищения организма и повышает иммунитет. Все они
синергизм, восполняет действия хорошие друг другу. И этот пакет номер 1 – это наша авторская работа. На сегодняшний день за 10 лет доказано практически. Еще в очищении, я бы сказал, участвует, конечно, это и в первую очередь кровь. Нужно нам омоложить кровь, сжижить кровь, запустить коллатеральное кровообращение. В этом процессе, конечно, пользуются там пиявками, но в нашем случае, я бы вам сказал, самое лучшее – это хиджама. Об этом мы еще поговорим. Еще в очищении, конечно, очень полезно это голодание. О голодании мы поговорим в следующий раз. До свидания.